палатке, после чего пройдите регистрацию точно. Берете с собой обе пары рычаг, и для контроля. На 5 минут до старта будет модифицирована. Итак, доброго дня всем любителям лыжных гонок, те, кто присоединился к нашему эфиру сегодня. В программе финала Кубка России по лыжным гонкам сегодня скиатлон. Первыми выходят на дистанцию, в общем-то, как и обычно, женщины. Прекрасный пол будет соревноваться на 15-километровой дистанции, 2 круга по 7,5 километров. Мужчины стартуют чуть-чуть позже, в 12:30 начнется гонка у сильной половины человечества. Там у нас 30-километровая дистанция, соответственно, у женщин 2 круга всего, у мужчин будет их 4. Итак, на ваших экранах уже стартовый протокол женской гонки. Безусловно, здесь лидером промежуточным Кубка России и фаворитом сегодняшнего дня является Лариса Рясина, Республика Татарстан, первый номер. Под вторым Светлана Кузнецова, Татарстан. Третий номер Светлана Николаева, Архангельская область, Ярославская область. Ольга Царева, четвертый номер, Республика Коми. Пятый номер Дилираса Берзянова, Республика Татарстан. Анастасия Власова, шестой, из Мурманской области.
7 номер Алена Перевозчикова, Ханты-Мансийский автономный округ. 8 Марина Черноусова, Сахалинская область. Номер 9 Ольга Холопотина, Нижегородская область. Номер 10 Анна Медведева, Свердловская область. Анна Белая, 11 номер Мурманская. Лилия Васильева, 12 Удмуртская республика. Номер 13 Анастасия Казаку, Магаданская область. Номер 14 Анастасия Рыгалина, Москва, Санкт-Петербург. Номер 15 Габриэла Калугера, Московская область. 16 Лали Кварасхели, Татарстан. Ну и так далее. В общем, можно бесконечно, ну точнее не то чтобы бесконечно, но до 49 номера сегодня перечислять лыжниц. Именно 49 участниц будут сейчас на старте скиатлона. И вот вашему вниманию круг, который предстоит преодолеть. Девушка 7,5 километров в начале бегут классикой, завершают дистанцию они свободным стилем. Прекраснейшее, живописнейшее место на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. Но вот беда в том, что прекраснейшее живописное место не берется нашими видеокамерами, не будет сигнала из леса, так что, к сожалению, ну, в общем, довольно редко мы будем видеть сегодня лыжниц у нас в эфире, но поэтому мы заранее подготовили для вас, дорогие зрители, несколько приятных видеороликов, несколько подарков, сюрпризов, называйте это как хотите, как получится. Так вот, оранжевый круг, как видели, это классика, желтый свободный стиль, вот такая прекрасная, долгая дистанция предстоит спортсменкам. Так что все скоро увидим собственными глазами. Девушки уже в стартовом городке разминаются, готовятся непосредственно к выходу на лыжню, кладут себе лыжи на свободный стиль. Вряд ли кто-то вдруг захочет остаться на комплекте для классики. Вот это не Олимпийские игры, здесь Большунова Александра у нас нету. И вот уже все бегут к месту старта. 49 человек, напоминаю, из стартовых, самые первые стартовые номера мы озвучили. Конечно же, нужно упомянуть и Марию Давыденкову из Республики Татарстан, 20 номер, Полину Касину, 22-й Ханты-Мансийский автономный округ. Ольга Рочева из Коми, 26 номер, мастер спорта международного класса, тоже одна из ее любимейших дисциплин. Ну, Виктория Мелина, Коми, 29 номер. Нина Дубатолкин, ее тоже 27 номер стоит озвучить. Ольга Сергеева из Татарстана, 37 номер. Ну вот, пожалуй, вот эти девушки вместе с теми, кто стартует в первом ряду сегодняшней гонки, вот именно они наверняка являются главными претендентами на победу, на призовые места в этом забеге. У мужчин чуть-чуть попредставительней забег, там 68 лыжников выйдут на старт, понимаете, ну, на 19 человек побольше. Ну, в общем, тоже гонка там будет интересна. Здесь, уверен, тоже все будет решаться на последних километрах. У нас остается 1 минута до старта прекраснейшей увлекательной гонки под названием скиатлон. Конечно, нам бы хотелось, чтобы круги были не по 7,5 километров и как можно чаще спортсменки проходили на стадионе, но мы их увидим только на смене лыж. Поэтому, в общем, даже интересно, какие у нас сегодня будут промежуточные отсечки, будут ли они нам передаваться. Это мы вместе с вами будем следить, дорогие друзья, ждать и даже, наверное, только догадываться долгое время, как же там проходит сегодняшняя гонка. Итак, напоминаем, Лариса Рятина, 1 номер, Республика Татарстан. В общем, все в ее руках. Возможно, все шансы выиграть общий зачет Кубка страны. В общем, достаточно прийти сегодня первой. В общем, какие мелочи, по сути. Я думаю, даже если не первый придет, ничего не изменится. Фальстарт небольшой у спортсмена. Как раз Лариса Рятина осталась на старте, а вот группа лыжниц, которые находились дальше, сделали ранний
раннее движение, и вот фальстарт зафиксирован. Ну, ничего страшного, я так понимаю, не произошло. Никто у нас гонку не покинет после этого. Сейчас просто лишние секунды в ожидании. Замерли снова спортсменки. Ждем сигнал, и они тоже ждут. Такое напряжение царит на стадионе. Пока вот, да, опять вот видим, что номер 5 Дилера Сибирзянова чуть было раньше не вышла из стартового городка. Но наконец-то гонка началась. Сейчас лыжницы пройдут этот небольшой стартовый подъем, уйдут на первый в этой гонке долгий спуск, и мы, наверное, с ними на некоторое время попрощаемся и не увидим их несколько минут. Ну вот прекрасный здесь план, как растягивается вот эта группа, ну, растягивается, соответственно, только на спуске. Затем будут они плотной группой идти. Я думаю, что, в принципе, на классике особых разрывов мы не увидим. Вот. Прекрасный тоже план и для видео, и для фото. И видим, как потихонечку у нас здесь не то чтобы теряется, но ослабевает сигнал на квадрокоптере. И вот по параллельной лыжне с трассой разминаются мужчины, подсказывают тренеры девушкам, что же их впереди ждет. Ну, в общем, гонка стартовала. Теперь, собственно говоря, предлагаем насладиться вам прекрасной работой наших операторов, которые работают на стадионе, в том числе в стартовом городке. Ну, кстати, вот нам еще показывают план, еще здесь квадрокоптер дотягивает сигнал. Безусловно, скиатлон гонка интересная, безусловно, одна из самых ярких и в том числе необычных, благодаря тому, что есть гонка для настоящих универсалов. Вот. Но, к сожалению, вот эти протяженные круги здесь в Сыктывкаре, где лыжники уходят просто в лес, лыжникам хорошо, им прекрасно, они наблюдают замечательные виды, а вот нам с вами будет немножечко плохо, потому что мы остаемся без этих пейзажей. Вот. Поэтому предлагаем вот вам полюбоваться тренерским штабом Татарстана, милыми, замечательными девушками, переходящими дорогу, переходящими лыжню, судьей в оригинальных валенках, в общем, довольно необычной шапочке. В общем, всем, чем угодно можно полюбоваться в ближайшие минуты, кроме лыжниц, которые любуются лесом, замечательным лесом. Вот видом стадиона, в общем-то, тоже. Ждем мы потихонечку, когда у нас будут новые ролики, а пока мы вам представляем повтор 23 февраля, это финиш Ильи Семиковой на индивидуальной гонке.
финального дня с победой. Вообще довольно уверенная победа, хороший отрыв. Как оцените свое выступление, как оцените сам ход гонки? Все ли получилось, что задумали? Спасибо. Ну, получилось, да, в принципе, все получилось, что, как и планировал. Хорошо сегодня работали лыжи, спасибо нашим тренерам и сервис-бригаде. И, ну, и состояние, в принципе, хорошее, позволило бороться за первое место сегодня. Ожидали такой хороший результат, то, что соперники, ну, в принципе, практически никто не смог даже близко подобраться по этому времени, по-вашему? Ну, в принципе, ожидал, что буду бороться, ну, надеялся, что буду бороться за тройку, но не думал, что как бы сегодня выиграю, так уверенно. Вот. Ну, хорошо подготовились в горах мы до этого в феврале, поэтому как бы сейчас, в принципе, неплохо бежит. Ну, был на ваших экранах Илья Симиков, победитель индивидуальной гонки на 15 километров. Классическим стилем у мужчин. Представим вашему вниманию интервью Ильи сразу после финиша. Всего подготовлено на сегодняшний день 6 у нас таких небольших вставочек, 6 роликов, 6 флеш-интервью. 3 мы увидим во время женского забега, во время женского скиатлона, который сейчас, собственно говоря, и проходит. И еще 3 специально на мужскую часть оставим. Сразу, наверное, откроем секреты. Записано у нас Андрей Нутрихин, Андрей Парфенов, Анастасия Власова, которая из Республики Коми. И победители вчерашнего командного спринта из Республики Коми — это Станислав Волженцев и Алексей Виценко. Уж пока не знаю, в каком порядке мы с вами их посмотрим, но, наверное, это и не так важно. Что касается наших героев, которых мы сегодня видим, то, конечно, и Семиков, и Виценко, кстати, примут участие в мужском скиатлоне 15 плюс 15. И Андрей Парфенов, собственно говоря, тоже будет под 6 номером участвовать, потому что, в общем, Андрею Парфенову хочется побороться за победу в Кубке России. Нам сейчас показывают место, где находятся наши прекрасные лыжницы. Вот пока что можно следить только вот с помощью такого специального трекера за тем, что же происходит на дистанции. Ну, здесь, соответственно, трекер ведется по группе лидеров. Всего стартовало, как нам уточнили, не 39, не 49, там, да, по-моему, даже поменьше, 38, по-моему, даже спортсменок. Вот, то есть многие не вышли на старт, видимо, кто-то испугался суровой погоды, довольно прохладненько сегодня в Сыктывкаре. Вчера была плюсовая практически температура, сегодня ночью столбики термометров отпустились до минус 20, сейчас где-то порядка минус 14, наверное, может быть 16 градусов на улице. Вот. Ну и опять же, тем более, что ряд лыжниц уже участвовали в предыдущих гонках, может быть, кто-то просто решил сэкономить силы, кто-то вот фотографируется, вот замечательная спортсменка, красоту ее мы можем только предположить, потому что скрывается она за очками и за маской, но зато, в общем, есть чем заняться. Вот работники прессы общаются с командой Татарстана. Ну, кстати, здесь приехали работники прессы именно из Казани. Так что, если мы сегодня еще, ну, я уже мельком видел, если мы сегодня увидим оператора, фотографа с большим-большим объективом с дальностью на 600, то, в общем, это именно человек будет из Татарстана. Приехал вот специально сюда, в Сыктывкар, чтобы вживую посмотреть, как его команда выигрывает общий зачет Кубка России. Так что здесь в том, что работники прессы, как мы видим, именно с девушками и молодыми людьми из Татарстана, здесь как раз и нечему удивляться. Отрабатывают они, безусловно, своих героев, своих людей. Мы, как и они, все вместе ждем появления спортсменок на стадионе. Понятно, что 7,5 километров классика — это не самая
простая для преодоления дистанции, тем более это, в общем-то, мягко скажем, не спринт. Вот, так что у нас еще порядочно времени до появления лыжниц на стадионе. Мы просто будем с вами ждать. Вот нам по-прежнему показывает, точнее, трекер. Мы убеждаемся, что еще, в общем, порядочно, да, еще довольно долго до появления спортсменок на стадионе. Прошло всего лишь, в общем-то, 10 минут с начала эфира, с начала трансляции, с начала скиатлона, забега, в общем. Вот, и судьи пока что тоже особо не спешат, тоже ожидают. В общем, у нас такая эфир ожидания, вот, скажем так. Как видите, зрителей тоже не очень много, мягко скажем, на трибунах. Все, кто пришли, расположились даже не здесь, а на дистанции, на трассе. Там все-таки как-то поинтереснее наблюдать, ну, наверное, чуть-чуть потеплее. То есть трибуны все-таки стоят на ветру, и, в общем, довольно легко простыть, быть продутым ветром. Вот. Ну и опять же, не будем забывать, что сегодня рабочий день. Сегодня у нас, как и у всех людей на календаре, среда. Это значит, что очень, мягко скажем, недолыжных гонок большинству представителей рабочего трудового класса. Вот так вот давайте назовем. Так что, если кто-то и хотел попасть сегодня на стадион, ну вот вряд ли это всем удалось. Надеемся, что они сейчас у экранов компьютеров, у мониторов. И вместе с нами ждут, что же там происходит на дистанции. Пока что нет у нас даже итогов по промежуточным отсечкам. Не объявляли их и судьи-информаторы по стадиону. Это называется вот, как код Шрёдингера, да, вот у нас лыжная гонка Шрёдингера. Вот вроде как бы лыжницы у нас стартовали, а едут они или нет, мы с вами не знаем. Ну, в отличие от кота Шрёдингера, мы, конечно, это все узнаем, когда они появятся на стадионе. Но вот на данный момент их состояние именно такое. В общем, пора новый термин в трансляции вводить. Лыжные гонки Шрёдингера. Они будут касаться сыктывкарских гонок скиатлона и марафона, наверное, потому что на марафонах аналогичная ситуация. И вот ближайшая камера, которая достает в лесу, вот сейчас как раз появляется на ваших экранах. Вот здесь как раз работник прессы, я так понимаю, как раз тот самый молодой человек справа из Казани с большим-большим объективом. Говорится, мы бы этому дяде с большими ушами, вот, а мы бы этому дяде с большой трубой тоже бы были очень рады видеть его на других соревнованиях, не только здесь на лыжном комплексе. Вообще такая техника, наверное, стоит там 500 000. В общем, минутка зависти в эфире, и продолжается полчаса ожидания. Пока наблюдаем за тем, что происходит на лыжном стадионе, хочется, наверное, отметить, что в общем зачете Кубка России команда Коми вышла на второе у нас место. Есть тоже все шансы удержаться на этой позиции, но, наверное, они все-таки будут связаны больше с мужской гонкой, чем с женской. В женской части мы видели, что
лидер сборной Коми Ольга Царева довольно неуверенно смотрится в этом чемпионате. Может быть, ты один поработал, да и все будет касаться. Все, у тебя информация есть? Вот, в общем, продолжаем трансляцию. У нас сейчас в студии появляется директор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Коми Николай Гордеев. Николай Александрович, день добрый. Добрый день, уважаемые коллеги. Всем большой привет болельщикам, зрителям нашей трансляции. Мы находимся на последнем дне соревнований, как вы знаете. Сейчас девчонки у нас на старте. Вот. Ну, мы ждем их, соответственно, появления на стадионе, на переобувание лыж, на смене лыж. Николай Александрович, пару вопросов буквально для вас, непосредственно относительно финала Кубка России. Вообще, как проходила организация, как проходила подготовка, ну и в целом, как оцениваете, как проходят эти соревнования, какую оценку можно поставить? Может, конечно, не совсем правильно ставить оценку самим себе, но все же вам видней. Ну, я думаю, оценку мы поставим чуть позже, когда сделаем анализ всех наших, так сказать, побед и ошибок. Тогда после этого и будем говорить о каких-то оценках. Что касается самой подготовки, то здесь то же самое, ничего необычного не было. Все в рамках плановых, так сказать, мероприятий, которые мы себе запланировали для подготовки. Сначала проходили оргкомитеты с участием представителей других ведомств и организаций непосредственно в Министерстве спорта. Проходили ряд организационных вопросов, и там решалось ряд позиций. Ну а потом непосредственно уже все перешло у нас непосредственно сюда. Вот. Надеюсь, что все соревнования, которые прошли, значит, пока у нас нареканий ни к судейскому аппарату нету, ни спортсменам, значит, и надеюсь, что у них к нам то же самое нету. Так что будем считать, что пока все идет в порядке нормальных, в общем-то, рабочих позиций. Наверное, надо понимать, что сейчас идет очень напряженная, так сказать, работа не только у нас, сейчас и в Красноярске работают наши коллеги и готовятся к стартам универсиады, и чемпионат мира идет, и буквально за нами там идут целый ряд соревнований первенства России среди молодежи, юношей, так что сезон в разгаре, будем надеяться, что он будет удачным для всех участников этого процесса. Ну вот смотрите, у нас в прошлом году Сыктывкар принимал чемпионат России по лыжным гонкам. В этом году в Сыктывкар возвращается Кубок России по лыжным гонкам. Планируется ли, наверное, в обозримых будущих сезонах снова принятие 11 таких турниров? Ну вот, может быть, в следующем году, в последующих, побороться, по крайней мере, за это право? Или есть такие планы? Ну, планы всегда есть, потому что мы всегда работаем над тем, чтобы наши болельщики, наши участники соревнований в большем количестве могли участвовать на домашних соревнованиях. Но, тем не менее, этот вопрос уже обсуждался и на Президиуме Федерации лыжных гонок России. И сейчас претендентов на проведение таких соревнований много, и позиции руководства Федерации, чтобы, значит, такие соревнования проводились как можно в большем количестве мест, где можно проводить, где созданы такие условия. Очень радостно, что сейчас вот такой стадион появится, такой уже более современный, значит, в Красноярске. Сейчас вот развиваться здорово Малиновка. Надеюсь, что мы, значит, увидим еще в работе и Деминский спорткомплекс, и Деминский стадион, ну и традиционно большие хорошие стадионы в Тюмени, значит, в Ханты-Мансийске, вот, тоже будут, в общем-то, востребованы всегда. Поэтому мы не говорим о какой-то конкуренции между этими территориями. Естественно, обсуждается эта система в рамках вот годовых заседаний Президиума Федерации, и выносится уже соответствующее решение в процессе, значит, подготовки к этим соревнованиям, естественно, заранее. Но в последнее время обсуждался вопрос, чтобы сделать некий такой тур чемпионата, чтобы уже за несколько лет уже территория знала о том, что она будет проводить.
Мы считаем, что такой подход будет давать больше возможностей территории готовиться, больше решать вопросы, связанные с укреплением материальной базы всех стадионов. Поэтому считаю, что этот, в общем-то, вопрос будет узаконен на дальнейшей работе нашего президиума российского, и тогда эта тема будет, ну, по большому счету, отработана по полной программе. Николай Александрович, ну, относительно Сыктывкара, относительно, ну, Выльгарта, да, будет правильно говорить, относительно нашего лыжного комплекса, какие есть, может быть, планы, какие ближайшие уже известные задачи по именно обновлению материально-технической базы, как вообще будет меняться и будет ли меняться в ближайшее время наш лыжный комплекс? Ну, вообще, планов, как говорят в таких случаях, громадье, но я не уполномочен их пока сейчас их озвучивать, но надеюсь, что вот и правительством, нашим министерством спорта занимается очень плотно для того, чтобы улучшить то же самое и нашу материальную базу спортсменов. Да. Идут Давайте мы сейчас как раз их посмотрим, потому что это один из немногих редких моментов, когда мы их видим сегодня в своих экранах. Ну, вот у нас по-прежнему, как мы видели, стартовала Лариса Рясина из Татарстана под первым номером, так она и остается впереди, возглавляет эту группу лыжниц. Появляется небольшой отрыв у них, у стартовой бригады, скажем так. Ну, мы видим здесь и Ольгу Цареву из Республики Коми. Держится она в этом, сколько здесь у нас, человек 15. Головки, да, человек 15, а остальные вот потихонечку уже растягиваются. 12 человек в лидирующей головочке. Уже посчитали. Ну вот, Лариса Рятина первая, Ольга Царева, вот 4-й номер, видим по оранжевому костюму. И сейчас, в общем, все зависит, не все зависит, но многое зависит от того, как пройдет смена лыж, как быстро спортсменки сориентируются. Безусловно, в общем, наверное, именно с Ольгой Царевой здесь у нас надежды в этом забеге связаны. Ну, я надеюсь, что должны выступить неплохо и Настя Власова, и Мелина, значит, Виктория, и Ольга вполне Рочева может при удавшейся, так сказать, совпадении всех положительных нюансов. Вот сейчас спортсмены как раз будут переодевать лыжи. Да, потому что нам потом еще покажут промежуточные итоги по отсечке этой, да, по 7,5 километров. Какое расстояние, какой разрыв по времени между лыжницами. Но, я так понимаю, рискованных девушек не нашлось. Тех, кто остался бы на дистанции с имеющейся парой лыж. Все-таки все из числа лидеров поменяли пары и уже отправляются на коньковый стиль, на коньковый круг. Потихонечку подъезжает на стадион группа отстающих. Ну, Рясина по-прежнему лидирует, здесь ничего не изменилось. Без особых заминок она отработала в этом городке. Вот здесь мне показалось, что чуть-чуть Царева, по-моему, пару секунд потеряла на этом, но... Долго одевала. Да, но по такой дистанции здесь пара секунд вполне отыгрываемо. Все-таки темп гонки не такой высокий, но мы видели, что отыгрываем мы такие дистанции даже на спринтах, не только на командных и на индивидуальных. Нечто подобное уже было. Здесь у нас еще впереди 7,5 километров. Вот Николай Александрович смотрит внимательно, ищет еще, наверное, других наших лыжниц. Я смотрю как раз, как вот наша только промелькнула, значит, Виктория, но она немножко от головки убежала, но она вообще опытный такой гонщик, и надеюсь, что она свое выберет еще на трассе, так что должно быть все нормально. Ну, в прошлом году здесь на чемпионате России Анна Нечаевская из Татарстана также не очень хорошо, в принципе, смотрелась на классике, проигрывала порядка 16-17 секунд группе лидеров и смогла на коньковом стиле это время и отыграть, и стать, насколько я помню, даже третий, там немного не хватило призера Олимпийских игр до второго места, до серебряной медали. Так что коньковый стиль все может изменить. Все-таки многие спортсменки именно признанные классистки, у кого некоторых есть проблемы с коньком, некоторые его просто не любят, наверное. Но как раз тем скиатлон и замечателен тем, что для настоящих универсалов это гонка. Ну, здесь
продолжает лыжница появляться на стадионе. Здесь импровизированный пункт питания организован тренерами, специалистами. В общем, подкрепиться и дальше в бой восстановить силы, восстановить энергию очень даже полезно. На такой скорости питаться, наверное, не совсем правильно, не совсем рекомендовано Минздравом, но рекомендовано Минспортом. Ну, тут, наверное, их противоставлять нельзя, но, тем не менее, это используется давно. И если правильно произвести подкормку, будем так называть, этот процесс спортсмена, то, на самом деле, появляются у него дополнительные силы для того, чтобы в дальнейшем, в общем-то, бежать с определенным, так сказать, ускорением по трассе. Вот Наталья Зорина как раз была из Республики Коми на наших экранах. Мы немножко, значит, ее подзабыли, когда тут представляли, о 4-х гонщицах. Но, тем не менее, вот Наташа тоже, значит, бежит, и неплохо пока. Тут она не скажет, что там в последних номерах. Вот как раз и вот последние завершающие спортсмены, которые перешли уже на конек. Вот 36-й номер, это у нас Диана Кинзягулова из Республики Башкортостан. И вот нам сейчас показывают лидеров. Да, Рясина, Медведева, Рыгалина, Калугер, вот Царева на 6-й позиции, 3 секунды. В общем, отставание ни о чем. Вот как и у Ольги Рочевой, опять же, да, 10-й номер, вот Республика Коми. 26-й у нас получается как раз Ольга Рочева и вот Царева. Они тут вместе практически караулят друг друга. И вся их головка вот здесь она. Ну, как правило, действительно, на последних метрах решается, на последних километрах решается судьба таких гонок. Больше предпочитают лыжницы поработать в группе, сменяя друг друга, становясь в карман воздушного потока. Но вот Рясина, в принципе, мы видим, не хочет никому уступать свою лидирующую позицию. Вот она как с первых метров взяла на себя роль лидера, так и тянет за собой всю эту бригаду. Вот, на ваш взгляд, может ли это сыграть с ней такую плохую шутку? Ну, все зависит от того, как спортсмен готов к сегодняшней гонке, но надо говорить о том, что сейчас вот эта трасса, вот сейчас вот 7,5, которые бегут девчата, значит, она довольно-таки сложная, она намного сложнее, чем право, как классическая трасса, поэтому думаю, что сейчас появятся и большие разрывы, в силу того, что очень большие участки подъемов появляются, и здесь будет как раз сказываться скоростно-силовая подготовка спортсменов. Так что будем смотреть. Ну, вроде бы все претенденты, которые были определены, они, в принципе, сейчас находятся все в лидирующей головке. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Ну, вот нам показывает еще Анастасия Власова, идет 16-й. Я так здесь по такой плашечке не понять, это наша или мурманская, но хочется верить, что наша. Наша. 24-й номер. До старта встречался. Ну вот, кстати, вот она на эфире. Вот она, 24-й номер идет как раз на ваших экранах. Республика Коми, ну и Сахалинская область. Ну да, она как раз сейчас вот у нас на двойной подготовке. Мы заключили совместный договор с командой Сахалинской области. У нас тоже есть ее муж выступает тоже за Сахалинскую область. Он также гонщик у нас из Ухты. Вот, но по договоренности вот мы оказываем соответствующую помощь и методическую, и совместную, значит, в работе для того, чтобы ребята подтянулись. Но вот Настя неплохо выступает в этом сезоне. Надеюсь, что у нее еще хорошее спортивное будущее, где она сможет выступать. Если говорить о семейных парах, Николай Александрович, тогда ждать и нам Ольгу Вокуеву в рядах команды Республики Коми. Ну, здесь вопрос очень сложный, по крайней мере, у каждого из спортсмена, как у Ермила, так и у Ольги Репницыной, значит, у них есть свои обязательства к своим территориям, поэтому не будем загадывать. Посмотрим. Но мы бы не отказались, да? Ну, конечно, гонщица очень талантливая, хорошая, я думаю, что, значит, она имеет большие перспективы для своей, так сказать, спортивной карьеры. Так что, ну, не будем загадывать, я думаю, что это вопрос длительной перспективы, за раз такие вещи не решают. Ну, это понятно. У нас в командном зачете Республика Коми сейчас на 2-й позиции. Ну, кстати, сейчас нам опять показывают 43-й номер. Зорина, ну, да, Наталью Зорину. В общем, приятно, да, смотреть за наших спортсменок и видеть, в принципе, вот как они работают по дистанции. Вот, на 2-м месте мы в Кубке России, в общем зачете. Принципиально ли удержать 2-е место?
место, или задача ставилась именно быть в тройке? Ну, как оцените? Ну, задачи как таковой, что вот именно там быть конкретное место, естественно, была задача быть в тройке и бороться с теми сильнейшими командами, которые есть. У нас сейчас вот на данный период как раз вот Татарстан, Тюменская область, Удмуртия, Ханты, мы. Вот, на сегодняшний день до этой гонки находились мы на втором месте. Значит, если говорить о женской гонке, то у нас сейчас в протоколе очень, будем говорить, преимущество нашей гонщицы. Я смотрел до старта протокол Тюменский, который находится на третьем месте. У них там меньше спортсменок, но у них есть на перезачете от Тюмени, которые участвуют спортсменки непосредственно на чемпионате мира. Поэтому тут, ну, судьи все посчитают по итогам, и, естественно, мы объявим, как у нас будет получаться. Это вот как раз вот отметочка как раз у нас идет контрольная. Где-то от стадиона 1,5 километра вот спортсменки убежали. Ну вот уже прошла эту отметку Ольга Горочева тоже. Проскочили вот это. И это тоже группа преследователей идет. Здесь тоже Екатерина Едовина, Архангельская область, тоже оранжевый костюм. Чем-то напоминает она Ольгу Цареву. Можно было бы спутать, но так вот чисто по габаритам. Это, наверное, надо дать дань тому, что они выступали в свое время. И Оля Царева, она бежала на параллельке с Москвой, а сейчас это она перешла к нам, но тем не менее любит вот этот комбинезон, считает, что он для нее счастливый, старается там, где можно, выступать в таком комбинезоне. Ну, мы посмотрим сегодня на финиш, стал ли сегодня комбинезон счастливым или нет. Потом можно будет с ней поговорить, да, после этой гонки. А вообще, удивил ли вас лично результат какой-нибудь из гонок на этом финале Кубка России? Или, в принципе, таких особых сенсаций, неожиданностей не было? Ну, здесь сложно говорить о каких-то сенсациях. Почему? Потому что мы же все прекрасно понимаем, что самые сильные гонщики вот на данный момент вот находятся, естественно, сейчас на чемпионате мира. Но надеюсь, что они будут вот как раз на чемпионате России, после чемпионата мира будут участвовать. И тогда можно о какой-то интриге более сильно говорить. Но тем не менее, вот мне вчерашняя гонка командного спринта очень понравилась, когда выступали наши спортсмены и Станислав Олженцев, и Алексей Виценко. Вообще, на самом деле, вот если кто видел все это хозяйство, насколько грамотно ребята распределили силы на все забеги, которые они участвовали, значит, и какой получился очень такой хороший финиш, ну, довольно-таки интересный, как грамотно вот ребята отработали последние свои этапы, да, когда вот они в финале уже бежали. Ведь вы заметите, что такого явного преимущества в полуфиналах, когда они бежали, значит, у них не было. Но тем не менее, как классно, как грамотно было вот именно сделано. Я считаю, что здесь очень поработали хорошо и наши тренеры, которые подсказывали по ходу гонки ребятам. Вот. Ну, естественно, они сами уже далеко не мальчики, тоже понимают. Вот мы когда общались после этой, значит, гонки, естественно, они понимали, значит, как она проходила, какие струнки были натянуты сверх меры, какие можно было подтянуть еще. Естественно, использовали все то, что можно использовать при вот этой гонке. Вот. Ну, а так вот, конечно, эта гонка тоже определенно уже теперь становится историей, но, тем не менее, я думаю, что для многих вот команд, для спортсменов, они будут хорошим уроком для их перспективы, для их биографии спортивной. И надеюсь, что все, кто ставил себе задачи на хорошее выступление, эти задачи здесь выполнил. Угу. Ну, вы упомянули чемпионат мира. На чемпионате мира у нас от Республики Коми выступает Юлия Белорукова. Следите ли за ее выступлением? Чего не хватает Юлии, на ваш взгляд? Или, может быть, там просто банальное везение, где-то там, как говорили, где-то просто лыжи не так смазали сервисмены? Ну, здесь можно все, что угодно предполагать, загадывать. Вот лидеры как раз идут. Да, вот Рясина, давайте посмотрим по-прежнему в лидерах. Его здесь Царевой-то уже и нету, да, я вот смотрю. сейчас вот надо смотреть, да, как вот там получается. Появляется между ними, между вот этой группой, там 6-7 человек, удалось убежать, и вот, да, здесь нету ни Царевой, ни Ольги Рочевой. Вот сейчас, да, она только идет, Ольга
подотстала, конечно. Где-то секунд 15 у него разрыва получилось уже. Ну и, кстати, вот довольно неудобно идти, то есть партнера-то нет, а в гордом, хотя по сути не таком уж и гордом, да, одиночестве. Ольга идет, и вроде как бы и приблизиться не получается, а вроде как бы и к ней группа преследователей, Вот где Ольга Царева, где Ольга Рочева, замыкает эту группу. Но здесь осталось вот где-то километра, наверное, 2 до финиша, вот как бегут девчонки, может, чуть побольше. Но на самом деле вот они вышли сейчас из очень, так сказать, серии больших затяжных таких спусков, подъемов. Вот. И вот сейчас чуть-чуть, может быть, можно раскатиться до конца, но кто как вот использует свою готовность вот к дальнейшим действиям. Ну, да. Вот сейчас вот после этого спуска будет очень такой приличный тоже подъем, на котором можно или все проиграть, а можно, так сказать, что-то и добиться. Вот по трассе распределены, значит, помощники, судьи. Вот нам картинку дают нашего стадиона. Да, ну мы с вами еще про Белорукову давайте договорим перед финишем. Вот я бы, честно говоря, не вставал бы в очередь комментаторов, значит, которые, так сказать, начинают сейчас комментировать те или иные успехи или неудачи спортсменов. Я думаю, что надо дождаться окончания чемпионата и также сделать хороший анализ подготовки, у кого чего получилось. Мы надеемся на Юлию. Юлия, я считаю, что очень талантливый спортсмен. Очень эмоциональный, очень такой, так сказать, боец, что ли, поэтому можно все еще увидеть. Вот. Считаю, что ничего не потеряно. Вот. Будем впереди, тем более, эстафета. Да. Я думаю, что у наших девчонок в целом команды неплохие перспективы, значит, для участия вот в дальнейших программах. Вот, поэтому нормально все, надо ждать и надеяться на наших спортсменов. А какие-то прогнозы или какие-то уже выдавать рецепты, я думаю, что лучше всех дадут люди, которые непосредственно находятся сейчас вот с нашими спортсменами. И, естественно, они более грамотно могут четко оценить вот и состояние каждого спортсмена, и подготовки, и все те возможные огрехи, которые могут быть, и так далее, они могут это дать более квалифицированно. Не люблю молоть, как говорится, воздух в этом плане, и потом казаться каким-то, ну, я не знаю, каким-то оракулом, который на час или там что-то такое. Я думаю, что специалисты свою оценку дадут правильно, и будет все вот решено. Нам сейчас, так понимаю, показывает выход на финишную прямую. Да, уже где-то будут сейчас вот лидеры как раз подходить к этому варианту. Вот они сейчас еще там 2 хороших подъема отработают. Вот, ну, вот Андрей Феллер, да, на ваших экранах, лыжник из Татарстана, тоже готовится к своему старту. У нас в 12:30, напоминаю, будет мужской скиатлон. Ну, а завершая тему Юлии Белоруковой, чемпионата мира, в общем, будем смотреть, просто болеть. И, в принципе, никакой трагедии там действительно не произошло. Я думаю, что не последний чемпионат мира, в общем-то, мягко скажем. Вот, и там у нас все еще будет впереди. Ну и опять же, действительно остается эстафета. Но здесь пока все готовится к финишу, кто-то вот готовится к старту. В рабочем порядке процесс идет. Ну мы с вами, Николай Александрович, давайте у нас до финала, женской гонки-то. Ну, я постараюсь, значит, внести свою лепту, там, если не сильно мешаю вам, то, что смогу добавить. Вот. Мы как раз вот говорили о перспективах, то на самом деле работа ведется у нас о дальнейшей, так сказать, развитии нашего комплекса. Мы ее увидим. Вот. Но как только завершится процесс проектирования ряда, значит, позиций, я думаю, что можно будет об этом говорить более конкретно. Ну, и проектирование, ну, не будете пока, да, секретом пусть будет. Пусть не будет не секрет, вот, всегда хочется говорить уже о свершившемся, а не о перспективах, которые могут быть, а могут вдруг по каким-то причинам не быть. Сказать, ну вот болтун опять оказался. Это не люблю так говорить. Вот есть. Вот на этой стадии мы находимся. Дальше у нас вот то-то, 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 готовимся к этому. В общем, будем выходить на то, чтобы соответствовать международным всем стандартам и иметь, скажем так, возможность принять из себя, наверное, все-таки мечту многих лыжников и любителей лыж в Коми, этап Кубка мира.
Я надеюсь, что это когда-то наступит, но мы постепенно к этому идем и, так сказать, добавляем то, что нам не хватает. И когда-то наступит это время, и не так уж можно говорить о далеких каких-то перспективах, когда руководство республики совместно с Федерацией лыжных гонок России обратятся в Международную федерацию для того, чтобы республика смогла провести здесь и соответствующие мероприятия. Вот, значит, будем... Ну, что нам еще остается? Следить, ждать, наверить и надеяться. Ну, вот какие вот болельщики на ваших экранах также следят, ждут, надеются и верят в победу своих друзей, своих партнеров по команде, знакомых, коллег, ну, не знаю, в общем, всех, кто участвует в гонке, но нам тоже совершенно немного осталось ждать. Посмотрим мы сейчас, удержится ли Лариса Рясина на первой позиции. Она вот здесь как с первых метров идет во главе группы, так и держалась, по крайней мере, на недавней отсечке, которую мы видели, поэтому... Ну, знаете, есть в Формуле 1 раньше такое наподобие большого шлема, не помню, как правильно называлось, это когда гонщик выигрывает квалификацию, когда гонщик идет на протяжении гонки первым, несмотря на пит-стоп, и все равно остается первым, и типа там какой-то специальный такой приз был, вылетело из головы. Вот у Ларисы Рясиной вот аналогичный, может быть, приз. В кавычках, конечно, приз. К сожалению, или вернее, такие очки вот на различных этапах вот Тур де Ски существуют, вот такие премиальные, будем говорить, очки, когда спортсмены набирают. Ну, в нашем случае такого, в общем-то, не существует. Ну, это неплохо бы, кстати, в будущем. Тем не менее, каждый гонщик выбирает для себя определенную, так сказать, роль, как бежать, что делать и так далее. Но вот нам все упорно ребята показывают сейчас финишный, значит, подъем. Я думаю, что вот уже секунды остались для того, чтобы уже показывать вот тот... Это они вам показывают, что делают ваши непосредственно подчиненные перед тем, как начнется финиш. Так что можете оценить, кто чем занят, кто что делает. Ну, я полагаю, что сейчас просто судьи дожидаются той работы, которая им сейчас предстоит по финишу. Вот, это часть финишной бригады, часть обслуживающей бригады, значит. Ну, вообще, сколько всего примерно людей работает именно на обслуживании такого старта, такого турнира? Ну, есть соответствующие, будем говорить, числа судей, которые определены в соответствии с правилами соревнований. Вот сейчас, если мне память не изменяет, где-то в пределах 52-59 человек. Я сейчас далек от системы судейства, вот, но где-то в этих пределах должно быть специалистов, которые обеспечивают судейство по всем точкам. Вот, кажется, что вот они там сидят, пока сейчас им делать нечего, но в каждый момент проведения, значит, лыжной гонки у каждого есть своя зона ответственности, которая выполняет ее, там, у кого-то она больше, у кого-то меньше. Вот видите, опять нас возвращает к киноводке. Ну и вот здесь вот уже приближаются спортсменки к финишу. Здесь группа сократилась лидеров, появляется просвет между ними и между 14 номером, это Анастасия Рогалина, Москва, Санкт-Петербург. Вот здесь 5 лыжниц идут впереди. Это Гавриэла Калугер, 15 номер, 28-й Светлана Плотникова, Свердловская область, Лариса Рясина. Мы видим, уже не лидирует, да, здесь уже подошла на третью позицию, но Светлана Кузнецова из Татарстана и пятый Дарья Старожилова, Калужская область. Ну вот для меня, например, немножко неожиданный результат. Нет, эта гонщица тоже, она часто была в верхних строчках протоколов различных всероссийских соревнованиях. Я думаю, что здесь случайных людей нет. Ну, это да. Но здесь 28-й номер, я так понимаю, выходит сейчас первая на стадион. Это Светлана Плотникова из Свердловской области. За ней Гавриэла Калугер. И есть ли силы у Светланы Кузнецовой? Ну, наверное, уже нету. И к финишу Плотникова устремляется. И вот первая медаль Свердловской области на этом кубке. 15-й номер Калугер 2, Кузнецова 3, Рясина 4 и Старожилова вот 5 становится. Ну, тоже для Калужской области в общий зачет хорошие очки.
23 номер Аида Баязитова была на ваших экранах. А вот еще одна группа представителей. Мы давайте с вами все вместе дождемся финиша хотя бы Ольги Царевой, Ольги Рочевой, да, чтобы посмотреть, кто на каком месте. Идет. Перед Царевой Ольга Хлопотина, Анна Медведева, 9 и 10 номера, соответственно. Ну, видим, как лыжницам тяжело дается гонка. Все-таки 15 километров для девушек, это, в общем-то, как говорится, не пальцем об асфальт, да? 23 номер, медленно, тихо, наверное, Аида Баязитова финиширует. Не хватило ей чуть-чуть вчера в командном видишь, спринте. ее никто не преследует, поэтому вот здесь девчонки Да, борются. а вот здесь 9-10 такой небольшую микродуэль устраивает, и даже показывает 10 номер обходит Анна Медведева Ольгу Хлопотину, и за Хлопотиной Царева сразу же финиширует. Ну и давайте подождем, наверное, Ольгу Рочеву, если она еще не финишировала, да? 26 номер. Что ж, нам тут остается только поздравить призеров с медалями, но у нас, наверное, самые надежды все-таки возлагаются именно на мужскую часть. Да, как раз вот Ольга Рочева, да, была на экране. Сейчас она вот и финишировала. Рочева следом за Жанной Муравьевой. Вот, мы, наверное, с вами возлагаем все надежды на мужскую гонку. Ну да, там довольно-таки сильные наши ребята бегут, тем более их заставляют сейчас турнирная таблица континентального кубка выступать. И они будут, в общем-то, надеюсь, что настроены достаточно активно для того, чтобы выступить здесь очень прилично. Ну, что ж, напоминаем, мужская гонка у нас стартует в 12:30. Есть у нас с вами со всеми время отдохнуть, время перевести дух. И, в общем, в 12:30 возвращаемся сюда. Николай Александрович, спасибо вам за то, что к нам пришли. Спасибо за то, что поотвечали на вопросы, добавили, так скажем, хороших, позитивных надежд для наших болельщиков. Ну и вот на ваших экранах действительно итоговая десятка. Вот Ольга Царева как раз ее замыкает. Ну, всем до встречи, всем до связи в эфире через минут 40 где-то у нас. Ольга Ванкры, 20-я. Ну, всем большой привет. Финиширует Анастасия Власова, Республика Коми, 24-й номер. Финиширует Валентина Смирнова, Московская область, 46-й номер. 34-й номер Анастасия Одинокова, Новосибирская область, финиширует. 49-й номер Екатерина Макуина, Хабаровский край. Финишировавшие участницы могут своими стартовыми номерами пройти гонку пит-стопа и забрать инвентарь, оставленный после классического стиля. Финиширует Ксения Абрамова, Санкт-Петербург, стартовый номер 35. Финишировавшие участницы могут со своими стартовыми номерами зайти в зону пит-стопа и забрать инвентарь, оставленный после классического стиля. Максим, а мужчины через сколько стартуют после них? Финиширует Анастасия Шуткина, Санкт-Петербург, стартовый номер 44. А ну там будет немножко времени, да, короче, да? Можно зайти подвеска, да?
Идет борьба. 43-й номер это Наталья Зорина, Республика Коми. 36-й номер Диана Кинзагулова, Республика Башкортостан. Так, как сечок оставить? Финиширует Екатерина Константинова, Санкт-Петербург, 45-й стартовый номер. Финишировавшие участницы смогут своими стартовыми номерами зайти в зону пит-стопа и забрать свой инвентарь, оставленный после классического стиля. Нет, живот едут еще. Финиширует Арина Калинина, Санкт-Петербург, 38-й стартовый номер. Максим, ты все или нет? Все приехали? Все приехали? А вон точно знает, судьи там, да? Сейчас спросим их. Финишировавшие участницы могут своими стартовыми номерами пройти зону пит-стопа и забрать инвентарь, оставленный после классического стиля. Старт у мужчин на дистанции 30 километров, 12 часов 30 минут. Первые 15 километров, это 2 круга по 7,5 километров, они проходят классическим стилем с транзитом по стадиону. После зоны пит-стопа, то есть сменный выезд, участники должны пройти еще 2 круга по 7,5 километров свободным стилем, 2 круга по 7,5.